Когда-нибудь было интересно, как сайт запоминает, скажем, имя или оставленный комментарий? Вот сегодня мы как раз и разберем, как эта магия работает. Посмотрим, как с помощью довольно простых инструментов можно заставить веб-страницу сохранять данные, причем навсегда. Это на самом деле один из ключевых навыков веб-разработки. По сути, это основа всего, от системы комментариев до огромных интернет-магазинов. Так как же это все-таки устроено? Почему одни страницы просто показывают текст, а другие могут что-то запоминать? Это, конечно, не волшебство, это очень четко отлаженный процесс, где в одной команде работают несколько ключевых технологий. Так вот, чтобы все это заработало, нам понадобится целая команда из 3 специалистов. Давайте представим это так. HTML — это наш дружелюбный администратор на ресепшене. Он встречает пользователя и принимает у него информацию. Дальше в дело вступает PHP. Это такой шустрый курьер. Он забирает эту информацию и мчится с ней в нужное место. А куда он ее несет? В MySQL. Это наш супернадежный и идеально организованный архив, где все раскладывается по полочкам. Вот наш план действий. Мы пройдем весь путь от создания формы до финальной проверки, что данные надежно лежат в базе. Что ж, поехали. Итак, наша главная цель очень проста. Сделать так, чтобы любая информация, которую вводит пользователь, не пропадала после перезагрузки страницы, а надежно сохранялась в базе данных. Итак, шаг первый. Нам нужна какая-то точка входа для информации. И это, конечно же, HTML-форма. Это те самые поля, куда человек вводит свое имя, возраст, что угодно. И, конечно, кнопка «Отправить». В коде это выглядит вот так. И знаете, что здесь самое классное? Простота. Всего 2 поля для ввода, name для имени и age для возраста, и кнопка Submit. Как только пользователь на нее нажимает, данные улетают на обработку. Кстати, есть один маленький, но очень важный момент. Для поля возраста лучше заменить тип текст на number. Зачем? Так пользователям будет гораздо удобнее вводить цифры, появятся стрелочки, и нельзя будет случайно ввести буквы. Мелочь, а приятно. Отлично, данные с формы отправлены. Но их же должен кто-то перехватить. И тут на сцену выходит наш курьер, PHP-скрипт. Его работа — получить информацию из HTML-формы и подготовить ее к отправке в наш архив, то есть в базу данных. Итак, первая и главная задача скрипта — это поймать то самое имя и возраст, которые прилетели с формы. Он их берет и временно сохраняет у себя, чтобы потом с ними работать, прямо как курьер, который забрал посылку с ресепшена и держит ее в руках. Так, наш курьер с посылкой в руках. Теперь ему нужно попасть в архив. Это следующий и, пожалуй, критически важный шаг. PHP-скрипт должен установить соединение с базой данных MySQL. Можно сказать, получить ключ от двери в хранилище. И вот тут очень важный момент. Всегда, абсолютно всегда нужно проверять, а удалось ли вообще подключиться. Если да, супер, работаем дальше. А вот если нет, мало ли, база данных недоступна, то скрипт должен тут же остановиться и сказать «ошибка». Это такая страховка, которая защищает от потери данных и кучи других проблем. Шаг 4. Записываем данные. Соединение есть, наш курьер стоит у двери архива. Теперь ему нужна четкая инструкция, что, куда и на какую полку положить. Для этого мы формируем специальный SQL-запрос, чтобы вставить данные в нужную нам таблицу. И выглядит этот запрос вот так. Это и есть та самая инструкция, написанная на языке, который прекрасно понимают базы данных. Мы буквально говорим: вставь, пожалуйста, в таблицу users в колонке name и age вот эти конкретные значения. Давайте-ка разложим эту команду по полочкам, чтобы все было понятно. Insert into — это приказ «добавить». Users — это имя нашей таблицы, нашего шкафа. В скобках мы уточняем, на какие именно полки, name и age, нужно положить данные. Ну а values — это есть та самая информация, которую ввел пользователь. Видите? Все очень логично. Как только данные успешно записаны, мы делаем еще одно важное дело — закрываем соединение с базой. Это, знаете, как правило хорошего тона. Уходя, закрыть за собой дверь в архив. Это и безопаснее, и ресурсы сервера освобождает. И вот он, шаг 5, проверка, момент истины. Вся работа сделана, осталось самое приятное — заглянуть в наш архив и своими глазами убедиться, что данные, которые мы ввели, действительно на месте. И вот он результат. Заходим в базу данных через PHP-MyAdmin, это такой удобный инструмент для управления базой, и что мы видим? В таблице Users появилась новая строка, имя Жан Болот, возраст 25. Все сработало как часы. Но давайте проверим, не было ли это разовой удачей, ведь хороший скрипт должен работать снова и снова, верно? Попробуем добавить еще одного пользователя через нашу форму.
И вот, пожалуйста, в таблице моментально появляется вторая запись iBack 30 лет. Это же отлично! Наша система полностью функциональна и готова принимать все новые и новые данные. Давайте еще раз, совсем быстро, пробежимся по всей цепочке. Пользователь вводит данные в HTML-форму. PHP-скрипт их ловит. Затем он подключается к базе данных MySQL, отправляет туда SQL-команду на запись, и вуаля, данные надежно сохранены. Просто, элегантно и эффективно. Итак, мы научились сохранять информацию. Это уже огромное дело. Но тут же возникает следующий логичный вопрос. А как теперь эти данные достать из базы и красиво показать обратно на сайте? Но это, как говорится, уже совсем другая история и тема для нашего следующего разбора.